В Саудовскую Аравию отправились еще 2 группы паломников из Крыма. На площадке, откуда автобусы отправятся в аэропорт города Краснодар, царит волнение. Паломников пришли провожать родные, близкие, друзья. С собой мусульмане берут лишь необходимое. Главное – веру и Коран. Сегодня давняя мечта начинает сбываться для 100 человек из 800. Для каждого мусульманина эта поездка считается самым главным путешествием в жизни. В Коране сказано, хотя бы один раз мусульманин должен совершить хадж, если есть возможность и позволяет здоровье. С собой только самая необходимая одежда, лекарства и священная книга Коран. Фатиме Исмаилова давно мечтала о поездке к святым местам. Волнения не покидают ее ни на минуту. Birinci kere kettim. Dostlarım çok barıp geldiler. Men de aves etedim, çok aves etedim. 1-2 yıl evvelsi bir попытка yapkan edik dostlarımla. Olamadı. Bir şeyler yetmedi. 2-3 kereden beri mınaşınçık kapık toplap bir şey etip kısmet olsa tırışamız ketmeye. Yarabim Allah hayırlı barıp kemikler nasip eylesin. Возраст тех, кто собирается в дорогу, от 18 до 85 лет. О самочувствии позаботились заранее. Каждую группу сопровождают врачи. Кроме того, у каждой группы есть свой руководитель. И от взаимопонимания между паломниками и руководителем зависит многое. Как семья мы должны друг друга понимать в дороге. В любом случае не бывает легкой дороги, тем более если она длинная, она будет обязательно сложная. Поэтому мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он облегчил нам этот путь и дал взаимопонимание друг друге и с благом провести весь этот обряд и в полном составе, без всяких недостатков вернуться обратно. Я думаю, в первую очередь это должно быть взаимоуважение. Ну и, конечно же, братская любовь. Мы знаем то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, советовал нам всегда, чтобы мы относились друг к другу с уважением и с любовью. И я хочу, чтобы также и во время хаджа все мы оставались всегда братьями. Для многих это поездка впервые. Молодой человек по имени Энвер говорит, что много слышал рассказов от тех, кто уже побывал, но считает, что лучше самому, своими глазами увидеть Мекку. Да, очень волнуюсь, да, альхамдулилля. Ну, иншаллах, все нормально будет. Некоторые совершают хадж с семьями. Сервер Джилялов с супругой давно планировали, собирались, и вот они в шаге от мечты. Я считаю, что самым лучшим другом в такой поездке будет самый близкий тебе человек, это супруга. И ввиду того, что мы, к большому счастью, альхамдулиллах, у нас появилась такая возможность, это и как бы материальная тут часть есть стороны. Вот, и поэтому я решил, я настоял, супруга сомневалась немножко, говорила, может быть, мы не готовы еще. Я говорю, ну, может быть, это тот шаг, который может улучшить нас, и в итоге мы будем считать, что мы стали еще лучше, чем были, еще иман свой укрепим тем самым. Впереди у паломников долгая дорога, но их не пугают длительные переезды, многочасовые перелеты, границы, таможни. У них есть цель. Поездка в хадж считается подарком Всевышнего. Напутственные слова отъезжающим к священным местам Мекки и Медины сказал заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов. Cevapkarımız hem Allah'ın oğunda hem devletin oğunda herkes bizden soraydı. Onun için muhayt olunuz olsunuz ki, yaxşı mı? Sağ selamet vatanınızda kaytıp geliniz, Kur'an talarınıza kavuşunuz inşallah. Allah-u Teala şimdiden bütün yapacak ibadetlerinizi kabul eylesin ve bizlerge de dua etmeyi unutmayınız. Milletimiz için, vatanımız için, hepimiz için, bunda kalgan insanlar için, bizler için hepimiz dua etiniz inşallah. Sizden ricamız budur. Yolunuz açık olsun. В Мекке мусульмане пробудут чуть больше 3 недель. Там же отметят праздник Курбан-Байрам, который в этом году выпадает на период с 11 по 14 августа. После этого паломники вернутся на родину с почетным званием хаджи. Это звание не только почетно, это серьезная ответственность перед людьми и перед Всевышним. Хадж ибадетлері оларын хайырлысыне кечсін, yolları ağır yolları yengil olsun, kısmet olsun biz için, Kırım için, vatanımız için dualar yapıp da sağ selamet evге қайтма. Зера Эмирсуин, Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.